Добрый день всем. Вчера прочитала один комментарий, где женщина пишет, что у нас не принято, чтобы выносить ссоры из избы. А вы серьезно, люди? Благо, такой комментарий я увидела только в едином экземпляре, но там было столько написано, что Зонтария Роза Платоновна такая замечательная женщина, и вот не принято выносить ссоры из избы. То есть она не критикует никак незаконность действий Зонтария Роза Платоновна, если она полагает, что она такой великий законник, вот, но просто говорит о том, что вот не надо выносить ссоры из избы. А о чем думали те люди, которые вели целенаправленную линию по лишению меня статуса адвоката? Все же меня знают в республике, все же знают, какой я адвокат. То есть понятно, что для всех мил не будешь, понятно, что кто-то любит адвокатов, кто-то не любит адвокатов, кому-то адвокат помог шикарно, кому-то не так, как ему хотелось бы. То есть, специфика работы такова, что не все и не всегда нами довольны. Но тем не менее, в целом, авторитет как хорошего адвоката, как хорошего правозащитника у меня он есть, был и будет. И никаким лишением статуса на мне это никак не отразится. Именно людское отношение ко мне. А вот теперь по поводу ссоры из избы. Как вы считаете, когда незаконно из заседания квалификационной комиссии выходит документ, который не мог быть распространен, имея в виду документ, связанный с информацией, представленной из СГБ, о том, что я являюсь якобы гражданкой Грузии, но СГБ пишет в утвердительной этой форме. Как вы считаете, не является ли это вынесенным ссором из избы, на заседании которого руководила Зонтария Роза Платоновна? Как вы считаете, представлять интересы службы госбезопасности двум адвокатам, один из которых является членом Совета Палаты адвокатов, то есть, а Совет Палаты адвокатов – это тот орган, который создан для того, чтобы служить адвокатам, и она на тот момент была адвокатом, когда я еще являлась адвокатом, когда еще статус адвоката мне не был прекращен. Как вы считаете, насколько морально или аморально, когда в моем деле выступает против меня, это говорю о законах морали, нравственности и так далее, когда на противоположной стороне от меня выступает адвокат, чьи дети Айба, и у меня дети Айба. То есть наши дети когда-нибудь встретятся за одним столом. Вот это о морали и нравственности, не говоря уже о незаконности, в принципе-то, проведенной всей процедуры. Как вы считаете, могут ли адвокаты отстаивать и поддерживать председателя палаты адвокатов, которую нарушила все возможные нормы при прекращении статуса адвоката? Вы представьте, вот вчера, 12 июня, было 20-летие, праздновали, и в частности в адвокатуре, по поводу принятия закона об адвокатской деятельности адвокатуре. Когда празднуешь, ты должен знать, что ты празднуешь, и ты должен как минимум знать этот закон. Вы представьте, в моем случае даже ошиблись с нормой, но это настолько элементарно. Мне вменяют в нарушение следующей нормы – допуск к квалификационному экзамену. Вот это по сведениям, представленным со службы госбезопасности, где СГБ дает такую информацию, что я являюсь гражданкой Грузии. Вот мне прекратили мой статус по норме, которая со ссылкой на статью 10. Это где указано о том, что претенденту на статус адвоката отказывают в допуске к экзамену в случае выявления недостоверных сведений о нем. У меня не допуск был к квалификационному экзамену, я уже была действующим адвокатом, мне нужно было прекращать статус адвоката не по статье 10, а по статье 17 закона об адвокатской деятельности и адвокатуре, где есть такой пункт, как часть 2, это пункт 4, установление недостоверности сведений, представленных в квалификационную комиссию. Когда руководитель квалификационной комиссии жонглирует секретарями квалификационной комиссии, не пришел секретарь, который был утвержден на, насколько я помню, на собрании конференции адвокатов, Лазба, и Зонтария посчитала, что она может назначить другого человека, Астамура Заранди, что не предусмотрена замена должности. Тогда бы и заменили бы, зама, например, не было бы, нарекли бы замом другого человека. То есть это же невозможно. Когда не было председателя на первом заседании, вы же не нарекли кого-то председателем. То есть его функции выполнял заместитель председателя. Потом такой, как сказать, настолько это нагло было все совершено в отношении меня. Кстати, вот на заседании, когда вскрыт был этот конверт со сведением из СГБ,
двое членов квалификационной комиссии говорили, может быть, надо направить запрос в Генеральную прокуратуру, при том, что в тот день у нас заседание уже не шло при любых обстоятельствах. И что бы стоило председателю палаты адвокатов дать указание, чтобы направили дополнительный запрос в Генеральную прокуратуру, узнать, на какой стадии проверка в отношении Габилая идет по вот этому факту наличия или отсутствия гражданства. Нет смысла. Мы что, не доверяем СГБ? А кто, как не Зантари, адвокат, которая, я знаю, не раз работала с делами, связанными по оспариванию изъятия паспорта. Кто, как не она, знает, что эти сведения не носят ультимативный характер, безоговорочный. Но они сказали так. Какие у нас основания есть не доверять СГБ? А видите, какая информация пришла? И теперь было бы, конечно, то есть палата адвокатов не ходит на свои процессы, но вот на процессы СГБ они ходят. Почему? Потому что это все во взаимосвязи. Одним из оснований прекращения мне статуса адвоката это было связано со сведениями, поступившими из службы госбезопасности. И сегодня вот этот ответ, который я опубликовала на днях с Генеральной прокуратуры, он уже приводит к тому, что при рассмотрении моего вопроса сведения были представлены недостоверные, и выводы сделаны были, ну, уже не могут быть выводы на основании недостоверных сведений быть верными. То есть, видите, какая цепочка. И сейчас я понимаю и знаю о некоторых скрытых заседаниях, где всеми правдами и неправдами нужно отстоять лицо СГБ не только потому, что адвокатура распространила эти сведения, а потому что на кону стоят деньги. Если 5 миллионов, понятно, что никто никогда такую сумму не удовлетворит, но тем не менее последствия от сведений, представленных с СГБ, они колоссальные, и все это понимают. И сумма иска, удовлетворенного иска в этом случае должна быть значительной. Я надеюсь, что она будет значительной, чтобы впредь не жонглировали так судьбами людей. Так нельзя. Вот поэтому, когда вы пишете комментарии «благо мало», может быть, я говорю, люди все-таки понимают, что не надо засорять мое пространство хорошими сообщениями о личностных якобы качествах определенных людей. Благо таких нашлось всего лишь 3-4 комментария о их заслугах. Вот. Не надо, не делайте этого, потому что в отношении меня, как поступает руководство палаты адвокатов, они не поступают ни в соответствии с законом, первое, ни в соответствии с моралью, ни в соответствии с нравственностью. Женщина, которая по надуманным причинам желает и исполнила это, лишить матери и детей, у которых нет ГЭС, нет баз отдыха, нет гостиниц, работы единственного заработка, ну, она априори не может быть хорошей. Вот как бы с этим надо смириться. И те, которые ей помогли в этом, в частности, меня удивляет позиция члена общественной палаты Тамаза Ивановича Кецба, как он мог подписать, это даже по той должности, которую он параллельно занимает в общественной палате, как член общественной палаты, но это не вяжется. Это не вяжется. И нравится вам это или не нравится, это так. И сейчас вот Генеральная прокуратура не захотела проводить проверку по вопросу с законностью формирования квалификационной комиссии. Не захотела и городская прокуратура проводить законность формирования квалификационной комиссии. Хотя уже ответила немного иначе. Все-таки прокуратура имеет право реагировать на неисполнение закона. Но в связи с тем, так мне дали ответ, ваши вот эти попытки уйти от проведения объективной проверки, ответ такой последовал, что вы обратились в судебные органы, поэтому прокуратура не хочет подменять судебные органы, боритесь там. И для этого ответа прокуратуре понадобилось целых 60 суток. Да, это вот сложный ответ. Сложный ответ, я понимаю. Это та прокуратура, где заместителем прокурора является дочка Зантария Роза Платон. Вот так мне ответили.